2 марта средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,65 сомони за 1 евро. Средний курс и продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,91-94 до 10,94 сомони, 1 евро от 11,65-89 до 11,83 сомони, 1 российский рубль от 0,1445 до 0,1475 сомони. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут, об этом свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать перспективу спроса после статистики из Китая, обратив внимание и на данные по запасам в США. Цена на нефть марки Brent составила $84.44 за баррель, марки ВТИ $77.78 за баррель. Стоимость золота в четверг утром опускается и составляет $1840.65 за тройскую унцию. Сдерживает котировки драгоценного металла укрепление доллара. Также рынки продолжают оценивать планы Федеральной резервной системы США в отношении ключевой ставки. По данным Министерства сельского хозяйства Таджикистана, в этом году в республике должно быть вспахано 605 483 гектара земли, а по состоянию на конец февраля 2023 года площадь засеянных полей составляет около 540 тысяч гектара или 90%. Из них более 176 тысяч гектара отводятся под зерновые культуры, 186 тысяч гектара на хлопок, примерно 283 тысячи гектара для выращивания овощей, бахчевых и других сельхозкультур. В 2023 году Таджикистан планирует вырастить 1,6 миллионов тонн зерновых, в том числе 970 тысяч тонн пшеницы. Урожай хлопка ожидается в пределах 430 тысяч тонн. Кроме того, перед аграриями поставлена задача произвести более 3,5 миллионов тонн овощей и бахчевых, сообщили в министерстве. В этом году увеличены также площади посева лука и моркови. Таким образом, по данным ведомства, Таджикистан не только удовлетворит потребности населения в этих продуктах, но и сможет экспортировать излишки. На очередном заседании правительства глава Таджикистана Эмомали Рахмон поручил аграрному сектору увеличить повторные посевы с целью получения 2-3 урожаев, рационально использовать приусадебные участки, сделать достаточный запас сельскохозяйственной продукции, особенно лука, картофеля и моркови. Ранее глава Минэкономразвития Республики Таджикистан Завки-Завкизода сообщал, что в этом году в стране проведен повторный сев сельхозкультур на площади более 114 тысяч гектара. Это почти на 9% больше показателей прошлого года. Кроме того, по данным министерства, дехканские хозяйства активно осваивают всесезонное производство. В 2022 году производство овощей в теплицах увеличилось на 25% и составило около 3000 тонн. Общая площадь промышленных теплиц в Таджикистане достигла 100 гектара. В Национальной библиотеке Таджикистана сегодня, 2 марта, состоялась 9-я конференция по межрегиональному сотрудничеству, деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана. В первой половине дня пройдут тематические панельные сессии по таким направлениям, как промышленность, энергетика, туризм, транспорт, образование и другие. Также проходят двухсторонние встречи предпринимателей двух стран в формате B2B и B2G. По информации самих предпринимателей, участников форума, таджикский бизнес предлагает создание совместных предприятий с Россией в таких сферах, как гидрометаллургия, переработка редких металлов, добыча и переработка горнорудной продукции, выпуск автобусов, прицепов к автомашинам и услуги по ремонту, торговля и строительство, производство мебельной продукции, пластмассовых изделий и арматуры, товаров народного потребления и другое. Во второй половине дня состоится основное мероприятие – пленарное заседание, где выступит премьер-министр Таджикистана Кахир Расулзода и глава российского правительства Михаил Мишустин. В мероприятии, по данным Госкоминвеста Таджикистана, участвуют представители более 800 компаний обеих стран. Завтра будет проведена биржа контактов для представителей деловых кругов двух стран. Свыше четвертой части электроэнергии в Таджикистане в минувшем году было потеряно во время ее выработки, передачи и распределения. Как показывают официальные статданные, потери при выработке и передаче электроэнергии являются сравнительно незначительными и носят технический характер.
Подавляющий объем энергии теряется во время ее распределения среди конечных потребителей, а здесь уже потери в основном носят коммерческий характер, то есть хищение. Отмечается, что управлением электроэнергетической системы страны после ее реструктуризации занимаются уже 3 независимые друг от друга компании, созданные на базе ОАХК «Барки Тоджик», а бывший холдинг теперь занимается исключительно производством электроэнергии. Потери во время распределения электроэнергии в 2022 году составили 22,4% или свыше 3 миллиардов 920 миллионов киловатт-часов. Средняя стоимость электричества в минувшем году, по данным распределяющей компании, составила 26,66 дирхамов. Следовательно, можно предположить, что общая стоимость потерянной энергии составила более 1 миллиарда сомони. Это, между прочим, 92% прошлогодней выручки Таджикистана за счет экспорта электроэнергии. Как ранее сообщалось, компании связывают потери электроэнергии в первую очередь с тем, что в биллинговую программу введены несуществующие потребители. Между тем, некоторые независимые специалисты утверждают, что электричество главным образом теряется из-за того, что в стране существуют касты неприкасаемых, которые не платят за электроэнергию. Первый бизнес-форум предпринимателей Таджикистана и Словакии состоялся 28 февраля в Братиславе. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан. Форум открыли заместитель министра иностранных дел Таджикистана Шараф Шерализода и заместитель министра экономики Словакии Петер Швец. В рамках форума были представлены торговые и инвестиционные возможности двух стран. В мероприятии приняли участие представители государственных структур Таджикистана и Словакии и предприниматели обеих стран, работающих в сферах энергетики, производства, услуг добычи нефти и газа, фармацевтики и другое. Форум послужил эффективной платформой для налаживания связи бизнеса кругов двух стран и расширения торгово-экономических отношений Таджикистана и Словакии.